Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на наше предложение. Я думаю, что вы будете приятно удивлены тем, что сегодня мы обменяемся той и теоретической, и практической информацией, которая у нас накопилась. Потому что те процессы, которые происходят в мире, они, конечно, и отражаются и на Республике Абхазия. Поэтому для того, чтобы отечественное законодательство привести в соответствие с международными нормами, для этого, я думаю, что то общение, которое у нас сегодня будет происходить, оно будет необходимым для того, чтобы мы все эти процессы улучшали и делали так, чтобы приносили пользу своим народам. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами сегодня находитесь. Уважаемый Дмитрий Зурабович, уважаемые гости, уважаемые участники конференции, от имени Конституционного суда и от себя лично приветствую всех организаторов и участников Международной научно-практической конференции. Тема очень актуальна и современная. Это выборы в многополярном мире, суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов. Сегодня мы живем в эпоху глобальных перемен. Они характеризуются новым мировым порядком, и в котором возрастает обязательно роль национальных государств, и при этом усиливается взаимозависимость отдельных государств и стран. Эти процессы, конечно же, неизбежно влияют на всю организацию выборов, на демократические институты и избирательные системы стран всего мира. И в эпоху таких глобальных вызовов мне хочется сказать, что доверие общества и трансформация всех избирательных систем, она, конечно же, является ключевым фактором стабильности государства. Я желаю всем участникам научно-практической конференции продуктивной работы, дискуссий, научных дискуссий и, конечно же, плодотворных результатов. Успехов всем нам! Спасибо за приглашение, Дмитрий Зурабович. От имени Общественной палаты Республики Абхазия и от себя лично приветствую вас на научно-практической конференции, посвященной столь актуальной, значимой теме «Выборы в многополярном мире. Суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов». Сегодняшняя конференция – это не просто площадка для обмена мнениями, это возможность для глубокого осмысления взглядов, с которыми сталкиваются избирательные системы в современном нашем многополярном, таком непростом мире. Здесь собрались, чтобы обсудить, как сохранить и укрепить суверенитет наших государств в условиях таких трансформаций, как построить и поддерживать механизмы, меняющиеся реалии, и адаптировать их. Общественная палата Республики Абхазия всегда выступала за открытый диалог, конструктивное взаимодействие. Мы уверены, что совместными усилиями, обмениваясь опытом, лучшими практиками, мы сможем найти эффективные решения для укрепления демократических институтов и обеспечения справедливых и прозрачных выборов. Доверие же является той невидимой, но прочной нитью, которая связывает граждан с их представителями, с государственными институтами. Без доверия выборы рискуют превратиться в формальность, в спектакль, не отражающий реальных условий устремлений общества. Трансформация электоральных процессов – это не просто технический процесс, а адаптация к новым технологиям, к новым формам коммуникации, к меняющимся ожиданиям избирателей. Это вызов, требующий постоянного поиска баланса между традиционными ценностями и инновационными подходами. Представители Общественной палаты Республики Абхазия убеждены, что именно в таком открытом и честном диалоге, как сегодня, рождаются наиболее жизнеспособные идеи. Мы ценим возможность принять у себя столь уважаемых экспертов, представителей гражданского общества из различных нам дружественных стран, политических деятелей, которые готовы поделиться своим видением и опытом. Уверена,
конференция станет плодотворной платформой для дискуссий, генерации новых идей, обмена мнениями, установления ценных контактов, что вкупе будет способствовать укреплению демократии и суверенитета в наших странах. Желаю всем нам успешной работы. Приветствую вас на сегодняшней конференции, посвященной актуальной теме «Выборы в многополярном мире. Суверенитет, доверие и трансформации электоральных процессов». Мы живем в эпоху перемен, стремительных перемен, когда привычные геополитические ландшафты трансформируются буквально на глазах. Это накладывает отпечатки на все сферы общественной жизни, включая, конечно же, и избирательные процессы. В этой связи возникает ряд серьезных вопросов. Как обеспечить подлинную независимость волеизъявления граждан, когда внешние факторы могут оказывать значительное воздействие на ход избирательных кампаний? Как восстановить и укрепить доверие к самому процессу голосования и результатам выборов? Как противостоять дезинформации и манипуляциям? Как адаптировать существующую избирательную систему к различного рода трансформациям, сохраняя при этом ее надежность и легитимность? Именно поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы постараться вместе осмыслить эти вызовы, поделиться опытом и найти пути решения стоящих перед нами задач. Я уверена, что наши дискуссии будут содержательными, а обмен мнениями ценным. Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы. Уважаемые организаторы, дорогие коллеги, гости Братской Республики Абхазия. Разрешите от имени Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия и от себя лично поприветствовать всех участников представительной международной конференции и выразить искреннюю признательность организаторам за инициативу в созыве этого важного форума и за приглашение принять в нем участие. Сегодня, когда международная обстановка претерпевает серьезные изменения, как никогда важно, открыто, профессионально и сообща обсуждать вызовы, стоящие перед организаторами выборов. Участие в подобных конференциях – это не просто профессиональный долг, это наша ответственность. Ответственность перед своими гражданами, которые вверяют нам проведение честных выборов, и ответственность друг перед другом, как перед партнерами, которые совместно отстаивают право народов на самостоятельные демократические процессы. В условиях, когда некоторые международные структуры зачастую демонстрируют предвзятость и двойные стандарты, именно профессиональное общение между избирательными органами и экспертами, которые сталкиваются со схожими вызовами, позволяет вырабатывать объективные и эффективные решения. Мы говорим на одном языке, на языке суверенитета избирательных процессов. Наша общая задача – обеспечить не только безупречную техническую сторону избирательного процесса, но и его незыблемые фундаментальные принципы – суверенность волеизъявления, прозрачность и, как следствие, доверие. Доверие наших граждан к институту выборов и доверие между государствами, признающими демократический выбор друг друга. Уверена, что работа нашей конференции, содержательные дискуссии и обмен лучшими практиками будут чрезвычайно продуктивными, послужат укреплению взаимопонимания и сотрудничества в совершенствовании избирательных систем наших государств. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и конструктивного диалога. Спасибо вам. От имени Центральной избирательной комиссии и всего братского приднестровского народа выражаю слова признательности за возможность участия в столь авторитетном форуме. Приднестровье и Абхазия все годы независимости связаны крепкими узами дружбы, единодушия, духовно-нравственных ценностей и уважения прав и свобод человека. Ваша страна уверенно развивается, укрепляет институты государственного управления, модернизирует инфраструктуры, создает условия для экономического роста. Большое внимание уделяется сохранению национальной идентичности и священной памяти о прошлом Апсны. Приднестровье и Абхазия разделяют ценности уважения к традициям, любви к родине, стремления к справедливости и миру. С 2008 года между ЦИКом Абхазии и Приднестровья действует договор о сотрудничестве, и у нас сложились крепкие и дружеские братские отношения.
Приднестровье придает важное значение дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества на основе многолетней дружбы и взаимопонимания и всемирной поддержки. Нас отличают Россию, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье сакральное отношение к воле народа. Мы свято чтим волю народа, который самостоятельно определяет свою судьбу, и поэтому наша святая обязанность проводить прозрачные, подлинные выборы. От всего народа Приднестровья благодарю за приглашение, а российскую сторону за поддержку. Желаю всем мира, благополучия. Выборы как форма реализации народного суверенитета. Принимая во внимание характер и направленность тех изменений, которые прошли в общественно-политической жизни нашего государства за последние 30 лет, и тенденции государственно-правового развития Республики Абхазия, можно отметить, что действенность социально-экономических и политических реформ во многом определяется механизмом организации и осуществления государственной власти, ее прямыми и обратными связями с населением, и зависит от того, насколько деятельность государственного аппарата соответствует текущим и перспективным потребностям народа, и насколько государственнообразующий народ вовлечен в процесс управления государственной жизнью, то есть от степени демократичности самого государства. Идея демократического государства имеет в своей основе политико-правовые принципы народовластия и народного суверенитета. Как конституционно-правовой принцип, народный суверенитет выражает совокупность политико-правовых идей и установок о неотчуждаемом праве государствообразующего народа самому определять свою судьбу, быть социальным источником верховной государственной власти, быть ее первичным носителем, оказывать на нее определяющее влияние при выработке и осуществлении государственной политики, участвовать в осуществлении государственной власти и контролировать ее. Народный суверенитет не может существовать вне и помимо государства, и в этом смысле он производен от государственного суверенитета. В демократических государствах народный суверенитет выступает формулой легитимности государственной власти и государственного суверенитета, указывая на их источник и основные направления деятельности. Таким образом, в настоящее время народный суверенитет – это демократический принцип построения подлинно существующего суверенитета государства, выражающийся в том, что государство, реализуя свои качества верховенства внутри страны и независимости на международной арене, опирается на публичный народный интерес и общее благо народа. Отсюда вытекает демократическое единство государственного и народного суверенитета, которые являются не различными понятиями, а различными аспектами единого понятия суверенитета. Данный принцип закреплен в Конституции Республики Абхазия 1994 года, где в статье 2 регламентируется, что носителем суверенитета, единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ. Народный суверенитет является частью конституционной матрицы ценностей, составляющей основу конституционного строя Республики Абхазия, которая в силу занимаемого в Конституции места предопределяет все последующее содержание основного закона. В свою очередь, референдум, свободные выборы, а также избирательные права граждан являются формами и способами осуществления народного суверенитета, то есть выявление воли народа, которая обязывает публичную власть и определяет основные направления ее деятельности. Диалектика взаимодействия народного суверенитета и конституционализма заключается в том, что народная воля легитимируется Конституцией. В свою очередь, Конституция определяет формы и способы реализации суверенитета народа и его правовые пределы. Эти пределы устанавливаются демократией, верховенством права и правами человека, то есть тремя базовыми началами, на которых основывается конституционный строй. Воля народа в различных формах ее выражения также имеет различные юридические значения. Первое. Народу принадлежит учредительная власть, то есть власть принять Конституцию, учредить институты публичной власти и тому подобное. Далее. Результаты референдума столь же императивны по своему значению для органов публичной власти и их субъектов права, на которых они распространяются. Свободные выборы выступают как процесс передачи выборным органам государства права на власть и легитимируют их деятельность, соответствующую Конституции, как высшему выражению народной воли. Конституционный механизм реализации народного суверенитета включает в свой состав следующие элементы.
формы осуществления, в числе которых органы публичной власти, глава государства, парламент, иные выборные органы, всенародное голосование, референдум, свободные выборы, которые в их единстве образуют целостный юридический механизм, гарантирующий непосредственное народовластие, избирательное право граждан, избирательные комиссии на всех уровнях, выступающие организаторами электорального демократического процесса. Амбивалентность формулы демократических выборов часто приводит к их отождествлению со свободным голосованием. Действительность, их природа и нормативное содержание не совпадают. Свобода голосования – лишь часть свободных выборов. Принцип свободных выборов означает, что воля народа, составляющая основу публичной власти, требует периодических и нефальсифицированных выборов, основанных на всеобщем и равном избирательном праве при тайном голосовании. Свободные выборы охватывают не только подачу голоса, а все стадии избирательного процесса и в целом в юридическом содержании имеют комплексный характер. Они требуют наличия должной нормативной основы, то есть Конституции, соответствующей ей законодательства, политической беспристрастности, честности и прозрачности управления избирательным процессом, должной гарантированности избирательных прав граждан, включая доступ кандидатов к выборам, обеспечение свободы слова и печати, исключение государственного и любого иного давления на избирателей и кандидатов, прозрачность финансирования избирательных кампаний кандидатами и политическими партиями, порядок его осуществления в установленном законном пределах. Исключение фальсификации при подсчете голосов, гарантируемого присутствием на процедуре подсчета голосов наблюдателей от кандидатов, также наблюдателей от зарубежных стран, доверенных лиц, а также средств массовой информации. Эти элементы в их системной совокупности образуют нормативное содержание принципа свободных выборов. Одновременно они составляют критерии легитимности иных конституционных форм и способов непосредственного народовластия, общенародного голосования и референдума. Разумеется, с учетом их организационной и функциональной специфики, и составляет нормативное ядро конституционного стандарта организации народного волеизъявления. Основной частью организационного механизма выявления суверенной воли народа, ее содержательной характеристики в Республике Абхазия является Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия является государственным коллегиальным органом, который действует независимо от других органов государственной власти в пределах своих полномочий. Вывод о ее природе проистекает из возлагаемых на Центральную избирательную комиссию Абхазии законодателям функций организации и проведения выборов, референдумов, всенародного голосования, функция управления избирательным процессом. В новейшей истории Абхазии Центральная избирательная комиссия были организованы и проведены свободные выборы в Народное собрание в парламент Республики Абхазия в 1991 году, 1996, 2002, 2007 году, 2012, 2017 и также в 2022 году. А также были проведены выборы президента Республики Абхазия. Всенародные выборы впервые были организованы и проведены в 1999 году. Также в 2004 и 2005 году, в 2009 году, в 2011, 2014, 2019 и 2020. Также, как вы знаете, мы в этом году провели выборы президента Республики Абхазия, которые состоялись успешно, и очевидцами которых вы являлись. Хотелось бы отдельно отметить референдум о независимости Республики Абхазия, который был проведен в 1999 году, одновременно с избранием первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзумба, на котором народ Абхазии проголосовал за действующую конституцию, в которой в первой статье говорится, что Республика Абхазия абсолютно суверенное демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на самоопределение. Таким образом, через проведение свободных и демократических выборов и референдумов воплощается суверенитет народа, выражающийся в том, что государство, реализуя свои качества верховенства внутри страны и независимости на международной арене, опирается на волю народа и общее благо. Спасибо вам за внимание. Я прежде всего хотел бы поблагодарить вас, Дмитрий Зурабович, конечно, за приглашение на эту прекрасную конференцию, очень важную конференцию. И от имени председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александры Памфиловой
передать вам ее горячий привет и пожелания всех благ и успехов и в проведении этой конференции, и всех начинаний нашей братской Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Знаете, для нас это, конечно, уникальная возможность, замечательная возможность посетить солнечную республику. И так, за то короткое время, которое мы здесь находились, уже удалось отметить, просто невозможно не отметить то, как меняется республика ежемесячно, практически еженедельно, как меняется инфраструктура, меняется климат, атмосфера в республике. И, наверное, не случайно, что в этой связи Абхазия становится таким популярным направлением не только для туристических поездок, но и для деловых и, я бы сказал, интеллектуальных поездок, таких как эта конференция. Очень важно для республики, чтобы Абхазия становилась таким хабом, в который приезжают международные эксперты, не только электоральные, но по самым разным направлениям. Это придаст и узнаваемость, и признание республики, прежде всего в интеллектуально таком экспертном сообществе, что, безусловно, крайне важно в современном мире. Я отвечаю за международное сотрудничество, за международную деятельность. И в рамках той активной нашей работы, которую мы ведем и с нашими партнерами в двустороннем формате, и на международных профессиональных площадках, имею возможность познакомиться, собрать информацию, ее проанализировать. Информацию, касающуюся тех вызовов, которые стоят перед избирательным сообществом, перед организаторами выборов в мире. И я сегодня обозначу 3 таких вызова. Первое, на которое я обращу внимание, это наша молодежь. В России, и, насколько я понимаю, в Абхазии, может быть, Дмитрий Зуравович меня поправит, но процент молодых избирателей, он составляет порядка 25%, в то время как во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки процент молодых избирателей составляет 40, 60 и даже больше процентов. Если даже для нас, и это такая 25% это значимая цифра, то в других странах молодежь является подчас критической массой, от которой зависит легитимность избирательных процедур. И поэтому, наверное, неудивительно, что избирательные органы во всем мире крайне озабочены темой выстраивания диалога, коммуникации с поколением Z, с молодыми избирателями 18-35. Мы в Российской Федерации тоже ведем очень большую работу в этом направлении и с удовольствием делимся ей. Я буквально несколько дней назад выступал на конференции по этой теме, на конференции на Шри-Ланке, которая проходила по ВКС, а сегодня здесь вам детально расскажет о нашей работе мой коллега Антон Игоревич Лопатин. Второй вызов, с которым мы все сталкиваемся, он уже, в общем, очевиден в последние годы, это наступление искусственного интеллекта. В Швеции председатель правительства признается, что пользуется искусственным интеллектом для принятия политических решений, политических управленческих решений. В Албании назначили целого министра, который является аватаром нейросети. В Японии одна из политических партий избрала себе вот такой аватар в качестве руководителя. И, конечно, это, с одной стороны, конечно, хайп на популярной повестке, чтобы как-то привлечь к себе внимание, чтобы получить цитируемость, освещаемость своей деятельности. Но, с другой стороны, отвергать эффективность этих инструментов нельзя, как нельзя и отвергать, и отворачиваться, закрывать глаза на риски, которые это с собой несет. Достаточно лишь сказать, что 80% избирательных кампаний, которые прошли в прошлом году, а эта выборка достаточно репрезентативная, потому что там больше 70 национальных кампаний было проанализировано в более чем 60 странах. Так вот, в 4 из 5 из них применялись инструменты искусственного интеллекта. К сожалению, важно отметить, что в 70% случаев, то есть большая часть случаев, когда искусственный интеллект применялся, он применялся
с негативными, деструктивными целями. Даже не для того, чтобы приукрасить своего кандидата, а для того, чтобы навредить оппоненту, конкурентам или сорвать выборы целиком. Важно отметить, конечно, что 90% того, что фиксируется в информационном поле, когда мы говорим про искусственный интеллект, это преимущественно продукты генеративного искусственного интеллекта, это видео, аудио и прежде всего то, что западает, то, что хорошо расходится в медийном пространстве, это дипфейки. В общем, многие избирательные кампании по всему миру сегодня заполнены роликами с обращениями глав государств и правительств, которые озвучивают те слова, которые они никогда не говорили и никогда бы не сказали. Вот буквально несколько недель назад в Камеруне были выборы, на которых разошелся ролик, в котором, значит, к избирателям камерунским обращался Владимир Владимирович Путин. Ну, безусловно, конечно, это фейк. И здесь, конечно, с одной стороны стоит такой важный вопрос маркировки всего этого контента, а с другой стороны вопрос выявления и своевременной оперативной блокировки такого рода материалов. Но помимо картинок и роликов, искусственный интеллект, безусловно, несет для организаторов выборов и возможности. Об этом тоже нельзя забывать. Это прежде всего возможности, касающиеся анализа данных и оптимизации нашей работы, создания тех инструментов, которые сделают нашу работу более эффективной. Так, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, например, уже несколько лет применяет искусственный интеллект для проверки подписей в поддержку того или иного кандидата. Многие наши другие коллеги в самых разных странах мира, причем это даже не показатель какого-то такого экономического уровня развития, это скорее показатель, скажем так, осознанности и знания о возможностях новых технологий, потому что одно из преимуществ этих технологий это то, что они достаточно дешевые и они серьезно помогают в повышении эффективности деятельности, то есть урезании расходов. Так вот, многие наши коллеги также экспериментируют с самым разным функционалом, от проверки регистров избирателей, списков кандидатов, до планирования, анализа и планирования ресурсов, нарезки округов, планирования распределения избирательных участков, направления членов комиссий, ну и, конечно, в информационной работе тоже. И, наконец, третье, основное, на чем я хотел остановиться, пожалуй, это самый главный экзистенциальный вызов, это девальвация демократических институтов и деградация избирательных процессов. Знаете, на протяжении последних лет очень часто эту тему выносят на международные площадки, делают это различного рода некоммерческие, а иногда даже и государственные, окологосударственные структуры стран Запада, и, как правило, они показывают пальцем в сторону, например, России. Ну вот, я знаю, что многие из вас, в том числе, были в Российской Федерации на президентских выборах, на предыдущих каких-то кампаниях. Я вот абсолютно уверен, наверное, себя хвалить неправильно, но я основываюсь не только на своем мнении, что другой такой уникальной по своей совокупности и комплексности избирательной системы, которая сочетала бы в себе открытость и удобство, прозрачность и технологичность, удобство и прозрачность для всех участников избирательного процесса, и избирателей, и кандидатов, и наблюдателей. Другой такой системы в мире, надо поискать. Есть отдельные элементы, но в своей комплексности, пожалуй, российская избирательная система уникальна. Вот когда речь идет про убийство демократии, безусловно, это не про Россию. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что главные убийцы, они сидят в тех странах, которые еще недавно считали себя, многие еще и продолжают считать себя такими носителями
истинной демократии, такими светочами, можно сказать, даже крестоносцами демократии в мире. И можно много вспоминать, американских президентов, которые были избраны по числу выборщиков, а не по числу проголосовавших за них избирателей. Можно вспомнить о фальсификациях при почтовом голосовании в 2020 году. Можно вспомнить про те же самые американские выборы, уже неживых избирателей и даже про домашних питомцев, которые голосовали за отдельных кандидатов, причем почему-то все время за одних и тех же. С другой стороны, конечно, другой инструмент – это зачистка избирательного поля, политического поля. Но проблема заключается еще и в том, что эти демократоры, они не только убивают демократию у себя внутри, они считают возможным для себя уничтожать демократию в других странах, не давать суверенным государствам реализовывать свои демократические механизмы, проводить выборы по закону. И казалось бы, что общего между этими тремя темами? Ну, на мой взгляд, они все требуют одного. Они требуют тесного сотрудничества. Тесного сотрудничества тех, кто отстаивает принципы настоящей демократии в ее суверенном прочтении, с учетом национальных интересов и традиций, а не те навязываемые стандарты псевдодемократии, которые сами же проповедники этих заповедей, они их не соблюдают. Это сотрудничество требует объединения тех, кто понимает, что мы все выиграем от единых правил использования искусственным интеллектом, потому что сейчас эти правила задаются не суверенными государствами, не гражданами, их представителями, демократически избранными, а лобби больших технологических компаний, которыми движет жажда наживы и манипуляции. Сотрудничество тех, кто будет хотеть конструктивного, эволюционного и устойчивого развития, а не манипуляции безграмотной и нищей молодежью через соцсети и другие инструменты. Мы это видим повсеместно, к сожалению, опять же, по всему миру. Если такое взаимодействие мы наладим, то тогда мы сможем вместе дать отпор этой гидре, преодолеть эти вызовы, о которых я говорил. И у нас появится возможность сохранить выборы как единственный легитимный и демократический механизм смены власти. И тем самым обеспечить устойчивое, позитивное развитие наших стран и тем самым сделать наш мир чуть более, может быть, безопасным, потому что нынешний этап, он очень тяжелый и очень опасный. Всем добрый день. Уважаемые коллеги, дамы и господа. Позвольте начать с выражения глубокой признательности организаторам этой авторитетной международной конференции и за приглашение и возможность выступить в столь представительной аудитории. Для меня большая честь разделить с вами размышления о том, каким образом трансформируется институт наблюдения за выборами в условиях нового мирового порядка. Для нас, представителей экспертного сообщества, подобные площадки не только возможность обменяться опытом, но и шанс выстроить новые точки доверия в стремительно меняющемся мире. Особенно радует, что конференция сегодня проходит здесь, в Сухуме. В начале этого года мы с моими коллегами из Италии уже приезжали сюда в качестве международных наблюдателей на президентских выборах, где смогли лично убедиться в приверженности Абхазии к стремлению развивать демократические стандарты в этой области. Мы убеждены, что без доверия невозможна демократия. Можно построить самую совершенную систему голосования, но если граждане не верят в ее честность, она теряет смысл. Не контролировать, а помогать, не судить, а содействовать, не навязывать, а уважать. Именно в этом состоит суть нового подхода, который вырабатывает многополярный мир. Мы живем во времена тектонических перемен. Прежняя архитектура международных отношений, основанная на однополярности и навязывании единых стандартов, уступает место более сложной, но справедливой модели мира. Сегодня на мировой арене утверждается многополярность, где различные центры силы
государства, региональные объединения, культурно-цивилизационные пространства взаимодействуют на основе взаимного уважения, равенства и суверенитета. В этом новом контексте выборы становятся не просто внутренним политическим процессом, а зеркалом зрелости нации и уровня доверия общества к институтам власти. А наблюдение за выборами – важнейшим инструментом обеспечения легитимности, прозрачности и доверия как внутри страны, так и на международной арене. Необходимо понимать, что с одной стороны в настоящий момент происходит глубокая трансформация мирового порядка. Этот процесс, во многом неизбежный, сопровождается ростом национального самосознания и стремления народов по всему миру самостоятельно определять вектор своего развития. С другой стороны, бенефициары прежнего мироустройства всеми силами пытаются воспрепятствовать пересмотру выгодного только для них статуса кво. В этих условиях как никогда важно не позволять заинтересованным лицам и ангажированным институтам манипулировать волеизъявлением избирателей. Напротив, необходимо обеспечивать беспристрастность и законность выборов любого уровня. Я хочу подчеркнуть, что именно в этом мы видим ключевую миссию международных наблюдателей – обеспечить беспристрастную профессиональную экспертизу, способную укрепить доверие к выборам, где бы они ни проходили. Я говорю о необходимости развивать и защищать институт независимого наблюдения за выборами, основываясь на профессиональном опыте. Показательно, например, что в преддверии парламентских выборов в Республике Молдова, которые состоялись в сентябре этого года, в адрес возглавляемой мной Международной дипломатической обсерватории поступили запросы от 120 экспертов из 30 организаций со всего мира с предложением сформировать миссию для независимого наблюдения на выборах в Молдове. К большому сожалению, нам не удалось это сделать из-за отказа ЦИК Молдовы в выдаче аккредитации, несмотря на то, что наше обращение соответствовало всем требованиям молдавского законодательства. Власти Молдовы проигнорировали нашу просьбу объяснить основания для отказа. Никакого содействия мы не смогли получить и со стороны заместителя председателя Европейской комиссии Каи Каллас, которые обращались с соответствующим запросом. Более того, ВИТО сообщили о том, что службы внешней разведки Украины официально объявили его опасным человеком для властей Молдовы. Подобное поведение со стороны лиц, декларирующих приверженность демократии и защите прав человека, в очередной раз демонстрирует необходимость развития действительно независимого наблюдения и систематизации деятельности экспертов и наблюдателей. Настало время переходить от разрозненных инициатив к институционализации экспертного сообщества, формированию устойчивых механизмов взаимодействия, которые будут работать не эпизодически, а системно. Убежден, что именно такие встречи, как сегодняшняя конференция, приближают нас к этой цели. Дамы и господа, в заключение хотел бы отметить, что новый мировой порядок – это не вызов, а возможность. Возможность для государств укрепить суверенитет, для народов вернуть доверие к институтам, для международного сообщества выстроить более справедливую систему взаимодействия. Движение к новому миропорядку – это всегда путь сложный, нелинейный, сопряженный с вызовами и сопротивлением. Такие периоды требуют от нас не только профессиональной выдержки, но и стратегического видения. Однако я убежден, если мы действуем сообща, если опираемся на принципы справедливости и взаимного уважения, мы сможем не просто адаптироваться к этим переменам, но и придать им конструктивное направление. Особую надежду я связываю с будущим Институтом международного наблюдения, о котором мы заявляли в ходе президентских выборов. Его развитие не второстепенный элемент, а важная часть формирования новой архитектуры доверия в мире. И мы с вами те, кто уже закладывает этот фундамент. Спасибо за внимание. Тема конференции как никогда и как подходит к теме моего доклада. Напомню, что мы сейчас сегодня говорим про суверенитет, про доверие и про трансформацию электоральных процедур. Я же хотел поговорить про национальные избирательные стандарты. Есть, понятно, международные избирательные стандарты, это всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании, мы все их знаем. А что же такое
национальные избирательные стандарты. А национальные избирательные стандарты – это и есть выражение суверенитета. То, что в соответствии с международными стандартами народ той или иной страны может устанавливать те правила проведения выборов и голосования, которые он считает правильным и возможным, исходя из исторических, политических, культурных и иных условий, которые есть в той или иной стране. Есть ли национальные избирательные стандарты, например, в Абхазии? Да, конечно, есть. Мажоритарная избирательная система, которую выбрал абхазский народ. Явка 25% на муниципальных выборах. Это достаточно большая явка для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, но она есть, и ее установил законодатель Абхазии. Возраст 25 лет для муниципального депутата – это достаточно большой возраст. Но такие традиции, и так законодатель посчитал возможным закрепить, что 25 лет – это минимально возможный возраст для того, чтобы человек претендовал на выборную должность. Поэтому Абхазии, любой стране, России, все те страны, которые представляете вы, уважаемые коллеги, эксперты, в каждой из этих стран присущи свои национальные избирательные стандарты. Критерий один. Источник власти – это народ той или иной страны. И только народ вправе решать, какие стандарты устанавливать для проведения тех или иных выборов. Достаточно много стандартов мы используем в Российской Федерации. Павел Викторович уже говорил, я не буду повторяться, что мы полагаем, что система, которая есть в Российской Федерации, это не только наше мнение, является одной из лучших в мире по комплексности, доступности, технологичности проведения избирательных процедур. И условно технологии, которые мы используем, можно разделить для тех, которые нужны избирателям, которые пользуются в основном избиратели, для тех, которые пользуются избирательной комиссией, и те, которые доступны, которыми пользуются политические партии и кандидаты. В общем и в целом виде это ромашка, и эти стандарты представлены на этом слайде. Я хотел бы, как пример технологичности и вот привыкания к хорошему, да, к новым стандартам, рассказать о технологии мобильный избиратель. Пожалуйста, следующий слайд. Мобильный избиратель, мы все понимаем, что для того, чтобы, как правило, проголосовать на тех или иных выборах, нужно приходить на свой избирательный участок, к которому избиратель приписан, где он внесен в список избирателей. И вот с 2017 года в Российской Федерации появилась новая технология, когда человек может переоткрепиться со своего избирательного участка на региональных и на федеральных выборах. Я хотел бы заострить на это внимание. И проголосовать на том участке, в котором он будет находиться в день голосования. И это не обязательно должен быть его участок. Переоткрепиться он может любым удобным для него способом. Либо прийти в территориальную, либо участковую избирательную комиссию. Либо же многофункциональный центр оказания услуг. Либо же, чем все больше и больше и больше пользуются наши соотечественники, наши избиратели, это сделать это на портале госуслуги. То есть просто взяв телефон, имея свою запись, и выбрать тот участок, на котором тот или иной человек имеет желание проголосовать. И вот с учетом мобильности населения, с учетом того, что люди по разным делам могут находиться в дни голосования в разных местах, мы с удовольствием констатируем, что с 2017 года вот этим сервисом воспользовалось 22,5 миллиона наших избирателей. То есть он достаточно востребован. И постепенно платформа мобильного избирателя стала платформой для дальнейшего продвижения вот этой технологии, уже трансформировав ее или дополнив ее платформой дистанционного электронного голосования. Пожалуйста, следующий слайд. Это еще один наш технологический стандарт, который позволяет проголосовать на выборах, имея запись, подтвержденную запись на портале Госуслуга, практически с любого места, что называется, хоть из космоса, имея интернет и вот эту вот запись, вы можете проголосовать. И вы знаете, общественное сознание меняется в этом плане. Если в Российской Федерации вначале люди настороженно относились, как и, собственно, везде, где вводятся новые технологии, к этому процессу, то сейчас мы получаем, не побоюсь этого слова, жалобы получаем от тех регионов, которые не включены в эту программу, о том, что мы тоже понимаем, что есть такая возможность, и включите, пожалуйста, наш регион, мы хотим проголосовать, иметь возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Хотя никто не отнимает у граждан, мы подчеркиваем, это всегда возможность проголосовать на традиционном избирательном участке, то есть придя физически на него и проголосовать. С 2019 года мы эту технологию постепенно внедряем, и вот за эти годы, с 2019 по 2025 год, 42 региона уже в той или иной степени они поучаствовали
возможности применения дистанционного электронного голосования. Это 1800 с лишним избирательных кампаний, причем абсолютно разного уровня. Если мобильные избиратели – это региональные и федеральные выборы, дистанционное электронное голосование вплоть до маленьких, небольших муниципальных выборов, пожалуйста, если есть возможность, избиратель может проголосовать. Одно из важнейших требований к избирательной системе любой – это открытость и прозрачность этой избирательной системы. Поэтому допуск СМИ, допуск наблюдателей, допуск международных наблюдателей и экспертов – это очень важное требование. И вы видите на этом слайде просто количество средств массовой информации, тысячи средств массовой информации, десятки тысяч журналистов, которые были допущены и были аккредитованы на выборы президента. Если мы говорим про наблюдателей, которых можно назначать политические партии, кандидаты, общественная палата, то это больше 300 тысяч, видите тоже цифру. Особая гордость для нас – это наши международные коллеги, международные наблюдатели и эксперты, которые в большом количестве посетили наши президентские выборы. Это 1115 человек, которые приехали для того, чтобы принять участие в президентских выборах и обменяться опытом из 129 стран. И вот практика участия, в том числе электоральных экспертов, а мы сегодня здесь присутствуем не как наблюдатели, а как электоральные эксперты, то есть как специалисты по организации выборов в своей стране, для того, чтобы рассказать про свой опыт и поделиться, посмотреть, как проходят выборы у вас, то есть, что называется, и себя показать, и на людей посмотреть. Да? Это прекрасная практика, которая вот сейчас мы видим и практикуется и здесь, в Абхазии, да, когда можно пригласить своих коллег и просто обсудить те процессы и мировые тенденции, которые есть в электоральной сфере. Поэтому еще раз хотел поблагодарить организаторов за такую блестящую возможность. Соответственно, цифровые сервисы – это наш портал госуслуг и портал ЦИК России, которые тоже условно можно разделить на сервисы для избирателей, кандидатов и избирательных комиссий. Понятно, что для того, чтобы кто-то использовать, нужно, чтобы люди имели возможность пользоваться этими сервисами. И вот такая возможность, да, она подтверждает статистика. 96% наших избирателей, они имеют аккаунты, да, на портале госуслуг. Практически все, любой, когда проводим наши мероприятия, встречи, мы спрашиваем, у кого нет госуслуг, нет поднятых рук, у всех, все пользуются госуслугами. Также кабинеты на госуслугах имеют и такие категории, как политические партии, их региональное отделение, личные кабинеты, кандидаты имеют, и наши коллеги из системы избирательных комиссий тоже имеют, что позволяет зонировать уровни доступа и разные сервисы для разных нужд использовать и развивать нам вместе с Минцифрой. Также 56 регионов нашей страны позволяют в своих законах собирать на региональном уровне подписи кандидатам через портал госуслуги. То есть не надо никого обходить, пожалуйста, заходи в портал госуслуги, имея верифицированную подпись, избиратель может поставить ее в поддержку того или иного кандидата, и эта подпись не может быть никак признана недействительной. Таких случаев у нас не было. И избиратели и кандидаты активно этими услугами пользуются. Опять же, к открытости уникальнейшая система видеонаблюдения и видеорегистрация. Практически все избирательные участки, участковые, территориальные, в нашей стране этой системой оборудованы. Все стационарные участки. Понятно, это сложно сделать на судах, на передвижных участках, да, но все стационарные участки, они оборудованы. И там непрерывно ведется технологическая запись, которая доступна, опять же, через портал госуслуг кандидатам, избиркомам, уполномоченным по правам человека, центрам общественного наблюдения, в которых фактически любой желающий может прийти и посмотреть, что происходит на том или ином избирательном участке. Это очень важно с точки зрения легитимности и открытости. Новый шаг, который пока использует Москва, это электронный список избирателей. Вы можете прийти на любой участок, независимо от того, где вы прописаны, и вы найдете себя в списке, потому что список является сплошным. Если вы хотите проголосовать дистанционно и нажимаете «Получить бюллетень», в списке вы блокируетесь на участке, вам уже проголосовать не дадут. Это дорогостоящая технология, но вот это новый шаг, вот за этим будущее, это еще один шаг развития вперед новых технологий, которые мы используем. Москва, и на базе Москвы еще 19 регионов могли у нас проголосовать, имея в виду экстерриториальные временные участки для тех избирателей, которые находились в Москве и на территории которых
постоянное место жительства которых проходили губернаторские выборы, итого 20 регионов. Ну и, пожалуй, наверное, закончу им с точки зрения обзора наших технологий. Это QR-кодирование. Мы все пользуемся в жизни QR-кодами для того, чтобы очень быстро ту или иную информацию скачать, да, даже эту презентацию, QR-код, телефон, и она уже у вас в телефоне. Возникла идея, как использовать эту технологию и с точки зрения вот наших избирательных дел. Понятно, что когда участковая избирательная комиссия подводит итоги, там есть контрольное соотношение, есть числа, которые потом необходимо будет с протокола ввести в территориальную избирательную комиссию. Поэтому появилась программа, согласно которой заполняются эти данные, она проверяет контрольное соотношение, нет ли ошибок, если все хорошо. Распечатывается протокол с помощью этой программы, на протоколе есть QR-код. Когда приезжает территориальная избирательная комиссия, уже не надо ничего вводить, просто распаковываешь этот QR-код, 1 минута, и данные уже в сети. А что значит в сети? Это значит, что они уже в интернете, и любой избиратель может проверить, какие данные были на том избирательном участке. Это позволило нам с момента введения этой технологии в 2017 году на 2–2,5 часа влево, то есть раньше подводить итоги на таких крупных кампаниях, как президентские и выборы депутатов Государственной Думы. Уважаемые коллеги, опыт обмена электоральными технологиями очень важен для нас, и мы с удовольствием, Павел еще сказал, приглашаем всех, да, для того, чтобы использовать возможность обменяться, еще раз, мнениями, обменяться нашими достижениями тогда, когда у нас будут проходить выборы депутатов Государственной Думы, то есть в сентябре следующего года, либо в любое другое удобное для вас время. Спасибо большое за внимание. Спасибо, уважаемые друзья. Здравствуйте. Виктор Зурабович, спасибо за приглашение опять приехать в вашу прекрасную хлебосольную республику и побывать здесь рядом с коллегами, которых неоднократно видел, и есть опыт совместной работы. Моя тема, конечно, ключевое слово в моей теме – это манипуляция, хотя здесь в нашей конференции есть и слово доверие, суверенитет, трансформация. В этих всех терминах кроется и сама суть того, о чем я буду говорить. После создания Организации Объединенных Наций, Бреттон-Вудской системы, новой архитектуры международных отношений, мир более-менее проживал около 40 лет в очень спокойных мирных условиях. Распадом Советского Союза, Югославии и многих стран в мире началась эпоха управляемого хаоса. В таком ключе старая система международных отношений рухнула и окончательно рухнула началом специальной военной операции, когда мир нуждается в чем-то новом. Наверное, этот управляемый хаос создавал и многие манипуляции в электоральных процессах по всему миру. Мы знаем, что один из первых примеров это была моя страна, Югославия, когда после натовских бомбежек в 1999 году, в 2000 году Слободан Милошевич провел выборы президента и парламентские одновременно, и когда после этого, давших второго тура, произошла цветная революция. Второй тур не прошел. И тогда мировые СМИ сказали, что да, так надо, потому что вот это конец диктатуры одной эпохи. В итоге мы получили отнятое Косово и так далее и тому подобное. Средства массовой информации можно поделить на две части. Это традиционные СМИ, которые всегда освещали и освещают по миру. Это телевидение в традиционном смысле этого слова. И есть новые площадки, это социальные сети, блоги разные, о которых здесь говорил и Павел Викторович. Из этих площадок идут разного рода манипуляции. Мы видим, что творилось, например, в одной Венесуэле. Там Чавеса арестовали в 1998 году, через 3 дня вернули. Потом Мадуро встречается с разными проблемами у себя, начиная с несколько проведенных президентских выборов в этой стране.
апогеем этого цинизма и Нобелевская премия оппозиционерки Мачадо Марии. И это есть способ давления, и это есть вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Мы наблюдали и за арабской весной, мы видели, как убрали Каддафи, как убрали Саддама Хусейна. По всему миру, значит, идет система управляемого хаоса. И это больше не является теорией, а практикой заговора, которая проводится на местах, на разных точках планеты. Наверное, можно вспомнить и недавнее признание Талси Габбард, главе национальной разведки Соединенных Штатов Америки, которая призналась, что в 2008 году, то есть при избрании Дональда Трампа, никакого вмешательства с Россией во внутренние дела и избирательный процесс в Штатах не было. Но дело сделано, информационный выброс прошел, но опоздавшееся признание тоже есть признание. Все-таки. Иногда через средства массовой информации идут и прямые управления конкретными выборами. Мы это видим и на примере, как мои предшественники говорили, и в Молдавии, и в Румынии, и в той же Сербии нашей, и Боснии и Герцеговине, как вы упомянули. Там навязали международного представителя, который меняет не только избирательную систему, а всю юридическую конституционную систему. Здесь сидит его адвокат, мой тезка Горан Петролевич, который лично его защищал в процессах, которые на самом деле глупые. Вы не разрешаете президенту одного из частей этой страны заниматься своим делом, а через прямое вмешательство извне вы просто влияете на внутренние, в том числе и избирательные процессы. Иногда поздравление с победой на выборах из Вашингтона важнее того, как решает и что хочет народ. Поэтому я хочу присоединиться к приглашению даже Вито из Италии, нашему коллеге, который неоднократно озвучивал возможность и нужность создания такой структуры независимых наблюдателей, которые будут созданы из здесь присутствующих экспертов и не только. А все страны мира, которые заинтересованы проводить суверенные выборы на своей территории, должны подумать об этом, и я надеюсь, что мы можем и в конце принять такую декларацию в итоге нашей конференции, которая пригласит не только здесь нас, присутствующих экспертов, а и всех остальных заинтересованных в этом, создать независимую электоральную экспертную группу, которая будет заниматься помощью, не только помощью, наблюдением за выборами во всем мире, в тех странах, которые в этом заинтересованы. Потому что суверенитет сегодня в мире стал относительным, хотя он каждой конституции, согласно уставу ООН, точно определен. И не зря Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что многие страны живут без суверенитета, и ничего, у них все так получается, но Россия так не может жить, и многие другие страны, которые являются сильными сверхдержавами. Чтобы помочь странам в мире стать суверенными, я думаю, что весьма вовремя мы, как эксперты независимые, выступили с этой инициативой создать такую структуру, которая будет помогать в электоральных процессах во всем мире. Я думаю, что это будет справедливо и что наши коллеги этого поддержат. Спасибо.